Добрый день, уважаемые коллеги. Коми Республиканский институт развития образования приветствует всех, кто собрался сегодня у своих экранов. Коллеги, надеемся, что нас хорошо слышно и хорошо видно. Хотелось бы от вас обратную связь получить. Мы напоминаем о том, что мы проводим серию методических мероприятий для подготовки вас, уважаемые коллеги, к проведению, к организации, к проверке работ, которые запланированы у вас в рамках различных оценочных процедур, в том числе и государственной итоговой аттестации. Сегодня мы продолжаем серию наших семинаров по подготовке государственной итоговой аттестации по истории. В прошлый раз Наталья Николаевна Русеева рассказала вам о том, какие изменения произошли в структуре работы ОГЭ. Сегодня мы с вами говорим о едином государственном экзамене по истории. Наталья Николаевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, на прошлой неделе мы с вами встречались для того, чтобы обсудить, какие изменения произошли в контрольно-измерительных материалах по истории на уровне 9 класса. И там же я вам проговорила о том, что фактически технология подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, что на уровне 9 класса, то есть основной школы, что в 11 классе, она, в принципе, универсальна. Поэтому, чтобы не повторяться дважды, и из-за того, что наибольшее количество выпускников именно на уровне 11 класса сдают у нас с вами выбирают наш с вами предмет история, соответственно, по технологии подготовки к этому экзамену мы поговорим именно сегодня. Коллеги, для того, чтобы немножечко, собственно, погрузиться непосредственно в сам экзамен по истории и вспомнить, что же у нас это за экзамен и какие изменения у нас произошли именно в структуре государственной итоговой аттестации на уровне 11 класса, я предлагаю включить небольшой видеофрагмент, где нам с вами, собственно, разработчик Игорь Анатольевич Артасов расскажет о том, какие изменения. Это видеофрагмент онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ, где Артасов рассказывает, какие изменения произошли в государственной итоговой аттестации на уровне 11 класса. А после этого мы вернемся в нашу студию. Расскажу о основных изменениях, которые произошли в модели единого государственного экзамена по истории 2022 года. Давайте начнем. Итак, вы видите слайд, на котором, в общем-то, показаны причины произошедших изменений. Дело в том, что в соответствии с федеральным законом об образовании государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Так вот, с 2004 по 2021 год роль стандарта выполнял федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего полного общего образования. А в 2022 году происходит завершение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. То есть все выпускники, которые заканчивают школу в 2022 году, они уже учились только по этому документу. И поэтому, естественно, экзамен 2022 года тоже составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Итак, экзаменационная модель создана на основе требований в ГОС, это и есть федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, и в соответствии с этим документом усилена составляющая экзаменационной работы, которая связана с проверкой сформированности умений. То есть в данной модели упор делается на проверку умений, не только знаний, как раньше, но и умений. Однако это не значит, что произошли какие-то революционные изменения, так как прослеживается преемственность новой экзаменационной модели со старой моделью. В чем эта преемственность? Во-первых, в единстве проверяемого на экзамене содержания курса истории. В общем-то, история России с древнейших времен до настоящего времени как проверялась, так и проверяется. И, во-вторых,
в том, что перечень умений, проверяемых в соответствии с новой экзаменационной моделью, он в значительной степени совпадает с перечнем умений, которые проверялись и старой моделью тоже. Только этот перечень немного детализирован и расширен. Ну, например, как в старой экзаменационной модели были задания по работе с изображениями, так эти задания, в общем-то, в новой и сохранились. Но они немножечко видоизменены, и мы на них еще посмотрим сегодня. Часть заданий, которые представлены были в старой экзаменационной модели, в общем-то, сохранены полностью. Ну вот на этом слайде вы видите те задания, которые сохранились. Прежде всего, это задания на установление соответствия, которые по нумерации 2022 года стоят на позициях 1, 3, 5 и 7 экзаменационной модели. Это задание 2, также на установление хронологической последовательности. Это задание 4, которое, хотя немного видоизменилось, но все-таки сохранилось. Это задание на работу с информацией, данной в виде таблицы. Это задание на работу с историческими, с письменными историческими источниками по нумерации 2022 года. Это задание 6, 12 и 13. И часть заданий на работу с исторической картой. По нумерации, опять же, 2022 года это задания 8, 9 и 11. Эти задания сохранены в экзаменационной работе, но все-таки в некоторых из них произошли определенные изменения, которые, опять же, не носят революционного характера, но вот мы сейчас на них посмотрим. В двух заданиях, это задания 6 и 11, 6 – это задание на работу с текстом, а 11 – на работу с исторической картой. Это задания, которые предполагают выбор нескольких элементов из списка. Так вот, в этих заданиях исключено указание количества верных элементов, представленных в списке. Что это означает? Может быть, знаете, что в прежней экзаменационной модели предлагалось выбрать 3 элемента из 6 предложенных. Ну, то есть так было написано. Выберите 3 верных элемента из 6 предложенных. Теперь не указано в этих заданиях, сколько верных элементов нужно выбирать. То есть в ответе может быть 2 верных элемента, 3, 4 или даже 5. И еще одно задание, которое сохранилось, но немного видоизменилось. Это задание на работу с информацией, данной в виде таблицы. Ну, вот на этом слайде вы как раз видите это задание. Дело в том, что из таблицы, а вы, наверное, знаете, что таблица во всех вариантах ЕГЭ имеет одну и ту же структуру. Так вот, в прежней демоверсии, в прежней модели ЕГЭ таблица включала в себя материал по всеобщей истории. Этот материал исключен из таблицы, но добавлен материал по истории России, связанный с важнейшими событиями, произошедшими в регионах России и за ее пределами. Ну вот вы видите структуру таблицы на этом слайде. Во всех вариантах ЕГЭ в задании номер 4 таблица будет иметь следующую структуру. Первая колонка – географический объект, вторая колонка – события, явления или процесс, и третья колонка – время, ну, с точностью до десятилетия, когда это событие произошло. Вот такая работа с табличной информацией. Теперь исключенные задания. Ряд заданий из работы были исключены. Эти задания, в общем-то, дублировали проверку знаний и умений, проверяемых другими заданиями. Вот. Ну, в контексте федерального государственного образовательного стандарта дублировать, в общем-то, не имеет смысла, это нецелесообразно, поэтому были исключены задания на работу с письменными историческими источниками по нумерации 2021 года 6, 10 и 22. Это письменные исторические источники. Потом задание на знание фактов, которое предполагало множественный выбор, это задание номер 7. Потом задача из второй части номер 23, опять же по нумерации 2021 года. И исключено задание историческое сочинение. Ну, помните, наверное, это было задание 25. Ну и в современном виде значит, модель 22 года состоит из 19 заданий. Максимальный первичный балл, который можно набрать за выполнение работы, 38. Время на выполнение работы 180 минут. Работа включает в себя 11 заданий с кратким ответом и 8 заданий с развернутым ответом.
Ну и теперь о некоторых обновленных заданиях. Вот просто язык не поворачивается назвать их новыми, потому что вот на этом слайде вы, например, видите задание на работу с картой, но у нас и были задания на работу с картой. Просто спектр умений немножко расширен и детализирован. Ну и вот такое обновленное задание, задание 10. Видите, что представлена историческая карта, представлен текст к этой карте. И задание такое: прочтите текст о событиях, отраженных на карте, и, используя эту карту, укажите название города, которое дважды пропущено в этом тексте. Что здесь надо сделать? Нужно прочитать текст, соотнести его с картой и найти на карте правильный ответ. То есть это задание, в общем-то, только на соотнесение информации, которая дана в виде текста, с информацией, которая дана вот в виде карты. Вот. Чтобы выполнить это задание, в общем-то, даже не надо знаний. Здесь надо только проанализировать текст и проанализировать карту. Следующее обновленное задание, задание на работу с изображениями. Ну вот вы видите, что это задание 14. У нас были задания на работу с изображениями. Они у нас раньше были в части 1, теперь они у нас в части 2. Видите, что дано изображение, в данном случае это почтовая марка, Михаил Николаевич Тухачевский. Да? Укажите название войны, события которые изображены на марке стрелками. Используя изображение, приведите одно любое обоснование вашего ответа. Ну и вот структура задания, она будет всегда такой. Необходимо на основе анализа изображения назвать какое-то там историческое событие или исторического деятеля, который представлено на марке, да? И объяснить, как вы на это вышли, да? Дать обоснование своего ответа, как вы поняли. Ну, в данном случае вы, наверное, знаете, что стрелками обозначены на марке события гражданской войны, и необходимо обосновать, как вы это поняли. Как вы поняли, что война, которая изображена на марке, это война гражданская. Следующее задание тоже обновленное, и тоже из второй части задания 15. Оно чем-то похоже на задание 19 модели 2021 года. Представлены 4 изображения памятников культуры. И это задание связано с предыдущим заданием 14. К ним дается общая инструкция. А задание такое: какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в период жизни исторического деятеля, изображенного на марке? Как мы помним, на марке был изображен Тухачевский. Вот, в ответе надо написать, во-первых, цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. Ну, в данном случае мы здесь запишем, конечно, цифру 2, потому что это мавзолей Владимира Ильича Ленина. И затем необходимо ответить на какой-то вопрос, который связан непосредственно вот с этим памятником культуры. Ну, в данном случае надо назвать архитектора, по проекту которого создан данный памятник архитектуры. Следующее задание – это задание на знание фактов Великой Отечественной войны. Задание номер 16. Тема Великой Отечественной войны вообще особая для нашей страны, для всех народов нашей страны. И поэтому этой теме уделено большое внимание в экзаменационной работе. Вот целое задание части 2, задание 16 всегда посвящено Великой Отечественной войне. В этом задании представлены отрывки из 2 письменных исторических источников, которые надо прочитать. Ну, вот в данном случае это воспоминания современников. И затем выполнить, в общем-то, 3, ну, можно сказать, взаимосвязанных задания. Ну, вот в данном случае укажите название битвы, к которой относятся оба представленных отрывка. Если вы прочитаете, это Сталинградская битва. Потом необходимо указать кодовое название одной любой операции, проведенной Красной Армией в ходе этой битвы. Да? Ну, можно, например, операцию «Уран» назвать. И затем третье задание. Вот третье задание в рамках 16-го задания, да, я повторю, что 16-е задание, оно, кстати, как бы из 3 заданий. Так вот, третье из них предполагает поиск информации в одном из источников, которая дана там в явном виде. Ну вот в данном случае приведите одно любое суждение, которым автор одного из отрывков указывает на высокие боевые качества советских воинов. Вот в одном
одном из этих отрывков, который посвящен обороне дома Павлова, там много говорится о высоких боевых качествах советских воинов. Их надо найти и их надо выписать. Следующее задание, заключительные задания работы, это задания 17, 18, 19. Вот они все три на одном этом слайде представлены. Давайте о них немножко я скажу. Задание 17, оно у нас всегда является заданием на установление причинно-следственных связей. Всегда. В данном случае, вот вы его видите, в 1714 году Петр подписал указ о единонаследии. Петр I, извините, да, надо это обязательно читать. Укажите 3 любых последствия данного события. Да. Ну вот видите, надо в принципе указать 3 причинно-следственных связи. Ну, в другой вариации можно будет, бывают задания, где надо указать не 3 последствия, а 3 причины. Это тоже задание на установление причинно-следственных связей. Задание 18. Задание 18 – это задание на знание исторических понятий. Структура задания будет всегда, в общем-то, примерно одинаковой. Вот это задание у нас из демоверсии представлено на данном слайде. Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «закуп». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России, и приведенный факт не должен содержаться в данном вами определении понятия. Ну, то есть, другими словами, что необходимо сделать? Сначала необходимо раскрыть смысл понятия «закуп», то есть, ну, дать определение этого понятия, да, дать определение этого понятия, а потом привести какой-то факт с использованием этого понятия, то есть конкретизировать это понятие в историческом контексте применительно к истории России. Ну, например, там закупы упоминаются в сборнике законов «Русская правда». Ну, например, да? Но обратите внимание, что вот тот факт, который вы приводите, он не должен уже содержаться в определении понятия. Поэтому что? Поэтому, когда вы пишете определение понятия, в общем-то, нужно хорошо подумать, да, какой факт, как вы конкретизировать это понятие будете применительно к истории России, чтобы тот же факт не повторить в этом примере, в конкретизации. Ну и, наконец, 19-е задание. 19-е задание – это у нас задание на аргументацию. Задание на аргументацию у нас было всегда в экзаменационной работе, но в 2022 году это понятие было переформулировано. Помните, если в 2021 году это понятие включало какую-либо одну дискуссионную точку зрения, и необходимо было привести 2 аргумента в подтверждение данной точки зрения и 2 аргумента в опровержение данной точки зрения, то теперь задание другое. Значит, задание составлено на соотнесение каких-то фактов истории России и истории зарубежных стран. По сути, оно включает не одну, а 2 точки зрения, и необходимо привести всего 2 аргумента. По одному аргументу в подтверждение этой точки зрения для истории России, да, вот, который включает это задание, и второй аргумент для истории зарубежных стран. Ну, давайте посмотрим на примере этого задания. Итак, в то же десятилетие, когда в России было отменено крепостное право, в США отменено рабство. Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что оба указанных события повлияли на дальнейшую внутреннюю политику правительств в странах, где они произошли. Один аргумент для истории России и один для США. Ну, то есть, выполняя данное задание, выпускник должен привести аргумент, что в подтверждение точки зрения, что отмена крепостного права в России повлияла на дальнейшую внутреннюю политику российского правительства, и аргумент в подтверждение точки зрения, что отмена рабства в США повлияла на дальнейшую внутреннюю политику правительства США. Вот такое вот задание на аргументацию. Вот, в общем-то, из таких заданий состоит экзаменационная работа 2022 года. Собственно, мы только что с вами услышали, какие изменения у нас происходят в государственной итоговой аттестации по истории в 2022 году. Фактически все подробно.
все доступно. И, коллеги, сейчас буквально пару слов о том, каким образом можно подготовить наших обучающихся к данной процедуре. Фактически мы говорим, что действительно для этого у каждого учителя есть свой определенный инструментарий, есть определенные наработки. Но, к сожалению, в настоящий момент мы говорим о том, что многие дети обижаются, и родители обращаются в том числе и к руководству образовательной организации, к руководству Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми с запросами о том, что, к сожалению, с точки зрения ребенка, педагог через урок не готовит их к итоговой аттестации в 11 классе. С одной стороны, мы понимаем, что данные замечания или эмоции детей не всегда оправданы, с другой стороны, ну, наверное, действительно не в той мере, как нам бы того хотелось. Коллеги, при этом все вы видите, на слайде выведено, на экране у нас выведено задание, соответственно, демонстрационный вариант по истории. Здесь достаточно большой. Все документы будут, собственно, вам доступны по ссылочке. Вы сможете их скачать после окончания нашего с вами совещания. При этом вы видите, что в демонстрационном варианте представлены определенные задания, которые могут видоизменяться. Кроме того, когда мы начинаем с вами готовить детей к, наверное, не очень корректно говорить 8 февраля о том, что мы начинаем готовить детей к государственной итоговой аттестации в 11 классе, тем более, но тем не менее, понятное дело, что мы вместе с обучающимися изучаем, что же в себя включает задание по истории, демонстрационный вариант, какие задания нас ожидают, ну и то, собственно, что у нас рассказал разработчик. После этого, коллеги, необходимо изучить 2 документа, на которые, к сожалению, очень часто ни обучающиеся, ни сами педагоги не обращают внимания. Я говорю про кодификаторы и спецификацию. В данном случае, посмотрите, если мы говорим про кодификатор, что позволяет нам данный документ? Кодификатор представляет требования с результатами освоения той образовательной программы, которую мы, собственно, с вами изучаем. В данном случае по истории. То есть кодификатор состоит у нас из 2 разделов. Это перечень проверяемых требований к результатам освоения и перечень элементов содержания. Коллеги, документ, то есть то, чему мы должны научить детей за вот этот период. Документ, вы видите, что раньше он был более такой сжатый. Сейчас этот документ включает в себя 63 странички. Действительно достаточно сложно для восприятия, но тем не менее здесь все четко, подробно расписано, какие знания, что должен ребенок знать, понимать, а что должен уметь. И в этой связи действительно все очень четко, подробно по типам деятельности. Далее представлены, какие элементы содержания должен ребенок знать в разбивке по темам и так далее. То есть, действительно, достаточно большой документ. Предлагаю вам его самостоятельно изучить. И кроме того, конечно же, мы говорим с вами и про спецификацию. Этот документ, он обязателен для изучения. Почему? Потому что фактически в спецификации у нас представлено, помимо структуры варианта контрольно-измерительного материала, представлены подходы к содержанию. То есть мы должны понять, на основании чего мы применяем, проверяются те или иные умения, навыки. Представлены задания, каким образом они, что они из себя представляют и каким образом они оцениваются. И кроме того, посмотрите, в достаточно сжатом виде у нас представлены требования к, собственно, непосредственно сгруппированы группы, простите за тавтологию, умений и способов действий, которыми должен овладеть наш с вами обучающийся. Ну и, соответственно, вы видите, что там и требования, каким образом проверяется работа и так далее, и так далее. Но фактически, посмотрите, у нас с вами 8 основных групп
умений и способов действия. Это они все представлены на экране, поэтому зачитывать я их не буду. Коллеги, каким же образом нам, вроде казалось бы, 8 групп, собственно, 19 заданий, ну, ничего сложного, но тем не менее, каким же образом нам нужно с вами готовить обучающихся к данному виду экзамена. Для этого наши с вами коллеги из Федерального института педагогических измерений нам в помощь с вами сделали следующее. В 2021 году они разработали универсальный кодификатор. Коллеги, я сейчас попробую найти. Сейчас, секундочку. Да, кодификатор, пожалуйста. Универсальный кодификатор. 5-9, посмотри, можно? И 10-11, да, это у нас? Спасибо. Коллеги, фактически на слайде представлен универсальный кодификатор распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементы содержания по истории. Для чего это сделано? Посмотрите, далее у нас разработчики поясняют. Для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования. То есть аналогичные кодификаторы есть на уровне 5-9 класса, и когда мы откроем вам возможность скачивания документов, то, соответственно, вы увидите данные документы, сможете с ними познакомиться, если кто-то еще не знаком. Для чего это делается? Коллеги, если вы не видели этот документ, то посмотрите. Кодификатор у нас с вами распределен по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы. В данном случае на уровне 10-11 класса. Это некий систематизированный перечень проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы, в котором каждому объекту соответствует определенный код. Кодификатор у нас с вами составлен на основе ВГОС. Если мы говорим про уровень среднего общего образования, то мы говорим про ВГОС, который был утвержден с изменениями в 2012 году. Если мы говорим про 5 и 9 классы, то, соответственно, это уже обновленный ВГОС, который вступит в силу с 1 сентября в плановом режиме с 1 сентября 2022 года. Коллеги, вот в данном случае представлено, каким образом, что должны у нас с вами освоить обучающиеся в результате обучения на уровне 10 класса. Посмотрите, здесь у нас 7 групп умений самостоятельно определять цели деятельности, то есть использовать карту, использовать историческую карту, схему и так далее, и так далее. Далее, посмотрите, это умение, следующая группа умений, их 3, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности. То есть это те умения, которые у нас с вами прописаны в основной рабочей программе учебного предмета. Здесь они у нас детализированы и конкретизированы. Далее, 3-я группа элементов, она наиболее такая вот уже более детальная. Это владение навыками познавательной учебно-исследовательской деятельности. Посмотрите, у нас здесь, собственно, в 23 пунктах представлено более детально, что же какими навыками должен владеть наш обучающийся для того, чтобы успешно, во-первых, освоить основную образовательную программу на уровне среднего общего образования, но и также успешно сдать единый государственный экзамен. Далее, 4-я группа – это готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности. И здесь также 22 подпункта. То есть, посмотрите, например, пункт 4.19 – проводить атрибуцию изобразительной наглядности как исторического источника. Это одно из заданий единого государственного экзамена. И, соответственно, 5-й пункт – это владение языковыми средствами, то есть, например, использовать карту для того, чтобы описать какие-то
особенности социально-экономического развития там, или геополитическое положение государства в указанный период и так далее. Либо отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и далее. Ну и последнее – это владение навыками познавательной рефлексии, как осознание совершаемых действий и мыслимых процессов. Коллеги, фактически вот при вот эти вот 6 групп проверяемых требований, коллеги, это те требования, те умения, готовности, способности к самостоятельному использованию, которые мы должны с вами сформировать на уровне 10 класса. То есть по факту, коллеги, смотрите, готовясь к уроку, к любому уроку в любом классе, мы должны с вами понимать и перед собой вот держать вот такую вот на 3 листочка распечатанную небольшую как бы схему. И понимая, что вот через этот урок, ну, например, если мы говорим про Первую мировую войну, что же из вот этих вот умений мы формируем на данном уроке. Если мы говорим про, например, коллеги, давайте-ка проведем такой вот блиц-опрос. Смотрите, пожалуйста, я даже, наверное, предложу, Александр Михайлович, давайте мы им откроем доступ для скачивания. Для скачивания, да. Коллеги, мы сейчас вам открываем доступ для скачивания. У кого не видно, нужно будет обновить страницу. Угу. Вы сейчас увидите файлы, и я предлагаю вам скачать для скорости. Все будут доступны. Будет называться документ 10-11 класс. 10-11 класс. Коллеги, страничку обновили? Нет, у кого не видно, каждому нужно будет обновить страничку. Коллеги, какую-нибудь обратную связь дайте, пожалуйста. Напишите в чате или... Качается, замечательно. И давайте посмотрим с вами такую вот интерактивную проведем на примере именно 10-11 класс, пока этот документ. Я говорю, все остальное мы откроем после... Ну, оно и так и будет открыто для скачивания. Еще буквально секундочка. И посмотрите, пожалуйста, теперь у вас есть этот PDF-документ, универсальный кодификатор на уровне 10-11 класса. Подскажите, пожалуйста, например, мы изучаем, повторю, тему Первая мировая война. Я ее сформулирую таким образом, как фактически мы ее изучаем с вами во всеобщей истории, в рамках курса «Всеобщая история» и в рамках курса «История России». Посмотрите, пожалуйста, какие умения, и можно вот в чате через запятую буквально перечислить циферки тех умений, которые, мы сейчас с вами говорим, прошу прощения, именно про 10 класс, например, 1.1, 3.8, ну я вот сейчас вот так вот. Напишите, пожалуйста. Потому что если вы посмотрите, то фактически очень многие умения, которые здесь перечислены, они более обобщены. Ну, то есть, например, дается более большой период, там, 1914-1945. Поэтому, ну, вполне логично, что, соответственно, это умение мы формируем не только через один урок или не через одну тему, большую обобщенную тему. Лариса, я вижу, что вы поставили плюсик, да, но если можно, напишите, пожалуйста, если есть такая возможность, какие, как вы считаете, умения мы формируем. Коллеги, у вас вот, ну, фактически не так их и много, хотя бы несколько. Как вы думаете, попробую порассуждать вслух. Смотрите. Использовать карту родного края для анализа исторической информации, рассказа о событиях региональной истории. Нужно ли нам это? Ну, наверное, да, потому что мы же с вами говорим, что это универсальный кодификатор для использования в федеральных, региональных оценочных процедурах качества образования. Соответственно, мы с вами через урок
и через внеурочную деятельность должны формировать и это знание. Тоже, соответственно, каким образом, что происходило на территории Республики Коми, ну тогда еще Коми-край, ну уже Республики Коми-край, действительно, в этот период. Почему нет? Далее, использовать историческую карту-схему в качестве источника информации. Да, конечно. Коллеги, я понимаю, что очень тяжело, и, скорее всего, у вас идет параллельно образовательный процесс, поэтому, ну, если кто-то хочет высказаться, я буду рада. Если не получается, то я позволю себе продолжить, потому что, ну, уже 4 минутки я вам дала, а пока тишина. Поэтому, коллеги, как говорят разработчики, тут же господин Артасов и коллеги из Федерального Института педагогических измерений, они предлагают вообще поступить следующим образом, то есть распечатать себе этот универсальный кодификатор и ставить такие, знаете, своего рода плюсики, либо галочки, что вот это мы сформировали через такой-то урок. Но сейчас я вам покажу, каким образом это делается у нас через электронные ресурсы. И, соответственно, когда вы поймете, что у вас остались какие-то элементы, например, изучение большого блока или прошло полугодие, и вы понимаете, что у вас остались какие-то элементы не сформированные, соответственно, тогда вам нужно перестроить будет свою работу таким образом, чтобы эти элементы включить в свою деятельность. И после того, как вы поймете, что все элементы, все умения у нас формируются не через один урок, не через два, а через серию, через различные серии уроков, тогда вы сможете самому себе сказать, что да, действительно, вы это умение у обучающегося сформировали. И, соответственно, коллеги, мы не говорим про натаскивание к ЕГЭ, мы не говорим про то, что вы это будете решать через именно на каждом уроке задания, ЕГЭ-подобные задания. Да, вы это делаете. Но мы говорим про подготовки обучающихся к такому типу заданий, чтобы не было для ребенка сюрпризом, когда он приходит на ЕГЭ и чего-нибудь он не понимает или не может понять, каким образом, что у него запрашивается в данном задании. И если мы пролистаем далее, то мы увидим, что фактически, посмотрите, Александр Михайлович, можно мы теперь закроем для скачивания, чтобы было более большой? Спасибо. Фактически, посмотрите, также у нас, если вы пролистаете дальше, аналогичная ситуация с 11 классом. Фактически все требования в 11 классе идентичны, усложнены немножечко. И после этого, коллеги, у нас идет фактически в данном кодификаторе, в универсальном кодификаторе идет блок, который называется «Перечень распределенных по классам проверяемых элементов содержания». То есть, посмотрите, идеальная составляющая, когда здесь конкретно прописывается, но своего рода, вы все прекрасно с этим документом уже работаете. Это наш с вами календарно-тематический план, только не хватает дат и форм урока. Соответственно, и если мы с вами соотносим две таблички, то вот та самая идеальная модель построения урока. И данная идеальная модель построения урока представлена у нас с вами, коллеги, на портале «Единое содержание общего образования». Александр Михайлович, давайте продемонстрируем рабочий стол. Спасибо. Итак, коллеги, неоднократно уже говорили, отсылали вас к этому порталу «Единое содержание общего образования» ecu.ru, где у нас есть такой уникальный, тот кодификатор, который я вам показала, он здесь уже вмонтирован в тематический классификатор содержания образования. Посмотрите, с чем это связано? Мы выбираем класс, например, 10. Мы выбираем, надо было с предметом начать, да? Мы выбираем предмет, здесь он называется «История России». Замечательно, посмотрим на 9 класс. К сожалению, коллеги не доработали еще 10-11, обещаются к 25 марта это сделать. Смотрите, здесь представлены темы, все 68 тем. И далее, если я нажму, то все 68 тем у нас с вами загрузятся. Мы будем листать. И, соответственно, уже чтобы не тратить время,
мы зайдем с вами в первый урок. Это проект либеральных реформ Александра I, простите, во второй урок. Проект либеральных реформ Александра I, где мы увидим тема. Далее будут контролируемые элементы содержания согласно того классификатора, который мы с вами сейчас увидели. Но мы работали 10-11 классом, здесь представлено для 5-9. Далее мы увидим контролируемые умения контролируемых элементов содержания согласно классификатору Федерального института педагогических измерений. Вот они представлены. То есть что на данном уроке мы должны развивать, либо на какие умения мы должны, или знания у нас ребенок должен овладеть. То есть вы видите, овладение базовыми историческими знаниями и так далее. Далее идут проверяемые элементы содержания. То есть если контролируемые элементы содержания — это Александровская эпоха, государственный либерализм и Николаевское самодержавие как консерватизм, то если мы говорим про проверяемые элементы содержания, то это внутренняя политика, соответственно, двух периодов. Посмотрите, это 1801-1811 года, переворот 1801 года, мартовский переворот и так далее, и аграрная реформа и так далее, и проверяемые умения проверяемых элементов содержания. Соответственно, также для каждого урока, Александр Михайлович, перезагрузиться надо, да? Коллеги пишут, нет звука. Звук прерывистый. Звук в порядке? Сейчас я проверю. Коллеги, звук у нас хороший. Если что, попробуйте обновиться, F5, перезапуститься. Со звуком все в порядке. Может быть, из-за того, что переходили. Далее, каждому уроку прописаны личностные результаты и прописаны международные исследования. То есть, каким образом данный элемент проверяется в международных исследованиях. Посмотрите. Кроме того, то, о чем я говорила, когда мы с вами контролируем элемент содержания, формируем не через один урок, а через несколько. Посмотрите. Нажав на контролируемый элемент содержания согласно Федерального института педагогических измерений, мы смотрим, через какие еще темы, через какие уроки, то есть связанные темы, мы также формируем этот контролируемый элемент содержания. И тогда, коллеги, нам становится гораздо проще. Мы понимаем, что если мы немножечко не успели, временные рамки какие-то ограничены, и не смогли рассказать на втором уроке, то мы понимаем, что мы вернемся к этой же теме на 6-м и на 9-м уроке. И там, соответственно, либо мы будем развивать, базируясь на тех знаниях, которые мы получили сейчас, либо мы сможем углубить знания или расширить. Соответственно, достаточно большая работа нашими коллегами проделана. Соответственно, данный инструмент, те два инструмента, которые я вам показала, на мой взгляд, очень хорошо отрабатывают как раз-таки подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. Аналогичная ситуация по всем другим классам. Я напомню, что 10-11 класс, коллеги сказали, наши федеральные коллеги сказали, что будут готовы к 25 марта. Будем надеяться, что также нам будет это доступно. Кроме того, коллеги, в рамках подготовки к ЕГЭ и к УГЭ, и вообще в целом к подготовке к урокам, одна из наших с вами проблем – это, коллеги, слабое знание обучающихся по всеобщей истории. И поэтому, когда мы тут с коллегами собирались и смотрели, а что же мы можем для этого сделать, то один из вариантов – это некий таймлайн. Все наши с вами дети, как правило, как говорят коллеги, они все чаще и чаще у нас пропадают на просторах интернета. Давайте их заинтересованность интернетом переведем в полезное для нас поле. Я вам сейчас привожу один из примеров таймлайн, то есть временная лента времени, иначе говоря. Посмотрите, здесь это один из примеров наших с вами коллег, курских коллег, эта ссылочка также будет вам доступна. Посмотрите, в чем прелесть этого. Аналогичные ленты времени, или аналогичные
шпаргалки, не побоюсь этого слова, для наших обучающихся, мы можем создавать по разным темам. Смотрите, вся история культуры за 12 веков. Главные события на Руси, на Западе. Сбоку у нас там есть различные, вы можете перескакивать в различные века. Сейчас попробую это сделать. Я увеличила. Смотрите, основная идея. Русская культура, русская история. Западная культура, западная история. Это как раз-таки в том числе поможет подготовить нам с вами обучающихся к последнему заданию по истории, где нужно сравнивать, помните, два события: отмена крепостного права на Руси и отмена рабства, в том числе в США. То есть мы с вами можем здесь добавить несколько столбиков без проблем, где мы смотрим, какие параллельно события у нас происходили в разные века. То есть года указаны конкретно. И, коллеги, вот данная линейка, она создается буквально не затратно по времени и очень-очень удобно. Далее, посмотрите, если мы перескочим, например, на период 17-го, с конца 17-го по первую четверть 19 века, то здесь также у нас параллельно, что происходит фактически с приходом Петра I, ну почти приходом, да, собственно, что происходит в царствовании Петра I, что происходит в культуре, что происходит в западной культуре и в западной истории. Фактически, ну, на мой взгляд, очень и очень удобный сервис. Смотрите, я так вот пролистаю. Действительно, сейчас я просто увеличила, а так это достаточно удобно, просматривается. И у коллег это заканчивается периодом, вы видите, от войны до распада СССР, что мешает нам с вами сделать уже эту историю, продлить до современности, то есть в политологию убежать. Ленинград и так далее, и так далее. И конкретные, здесь можно добавлять конкретные даты. И причем, посмотрите, если вы зайдете в события, то оно подкреплено какими-то документами, подкреплено пояснениями. Поэтому, коллеги, мне с точки зрения историка, ну и в том числе практикующего педагога, сервис понравился, действительно. Посмотрите, тут есть красочно достаточно, здесь есть возможность добавлять ссылочки на видеофрагменты. Поэтому, данный сервис, наверное, вы все его уже знаете, я просто вам про него напоминаю. Ну и знаменитая фотография, да, где у нас с вами трое товарищей, встреча в Тегеране, да, и вот основной итог данной встречи. Иосифа Сталина, соответственно, сотоварищи с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом, и к чему это привело, и когда это произошло. Ну и можно здесь также листать, очень и очень удобно. Соответственно, коллеги, один из возможных вариантов помощи детям в подготовке к единому государственному экзамену. Аналогичная ситуация, есть различные сайты с картами, где вы можете создавать. Об этом, коллеги, мы рассказали на отдельном небольшом, там буквально 10-минутном вебинарчике по использованию, называется, по-моему, 5 онлайн-сервисов для создания интересного урока истории и обществознания. Там я более подробно рассказываю про то, каким образом это можно делать. И последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание с точки зрения методики, которую разработали наши с вами коллеги, также на портале «Единое содержание общего образования», коллеги, есть такой новый появился раздел «Методические интерактивные кейсы». Если вы заходите на эти методические интерактивные кейсы, вы видите, что на настоящий момент мы выбираем наш предмет, предметы будут пополняться. Вы видите, что здесь их достаточно небольшое разнообразие, всего 6, но тем не менее коллеги постоянно их добавляют. Вчера было только 1, сегодня уже 6. Коллеги, о чем мы тут говорим? Данные интерактивные кейсы, методические интерактивные кейсы, направлены на то, чтобы помочь нам с вами. Это кейсы для педагогов, то есть для нас с вами, которые помогают, коль скоро мы там по Петру с вами первому гуляли, давайте здесь также зайдем в Петра Первого. Здесь представлен небольшой видеофрагмент, который, я его буквально сейчас попробую пролистать очень быстро. Небольшой видеофрагмент, где говорится о том, что такое методический кейс, что он в себя включает. Ведущий, вот он его. Это для 8 класса.
Ну а далее, коллеги, у нас идут ответы на этот вопрос, и, соответственно, вот это такая вот видео-методическая рекомендация по организации данного урока. Но это еще не все. Также наши коллеги разработали, ну, почему это называется кейсом, потому что разработали практический модуль. Смотрите, соответственно, есть определенные задания. Вы можете этот кейс просматривать, пролистывать, читая задания, выполнять. И вот у вас представлены определенные подсказочки. И после того, как вы его заполните, можно нажать на кнопочку «Проверить», задать вопрос, здесь инструкция по тому, каким образом пользоваться данным порталом. Ну и далее проверить, после чего, соответственно, портал вам выдаст определенный ответ, все ли у вас верно или не все ли верно. И вы видите, что тут дополнительно приводятся определенные, опять-таки же, вам в помощь даже фрагменты текстов. То есть действительно достаточно важный инструмент. И данные методические кейсы коллеги планируют разработать по всем нашим с вами проблемным темам в курсе изучения истории. Повторюсь, что это вот очень быстрое наполнение происходит. Кроме того, коллеги, современное электронное образовательное пространство, это наша с вами российская электронная школа, позволяет очень грамотно как раз-таки разработаны все задания для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе и на уровне 11 среднего общего образования, на уровне 11 класса. Задания из РЭШ у нас также очень хорошо используются. Кроме того, завершая, хочу анонсировать, что в 2022 году, к лету, методический актив Коммерческо-Республиканского института развития образования создает портал для видеоконсультации для обучающихся по всем предметам, экзаменуемым в 9 и 11 классе. В настоящий момент, если вы помните, такой портал был разработан еще летом 2021 года в помощь не успевающим выпускникам 9 классов по русскому языку и математике. Действительно, очень этот портал пользовался популярностью. Там было зарегистрировано более 1000 обучающихся, причем, что самое удивительное, не только тех, кто не успешно прошел итоговую аттестацию первоначально, но и тех, кто планировал проходить итоговую аттестацию, уже планирует сейчас проходить, то есть заранее дети смотрели, знакомились с теми разборами, с теми видеоконсультациями. Поэтому руководством Коммерческо-Республиканского института развития образования было принято решение о том, что, коллеги, мы создаем портал для обучающихся, повторю, теперь и на уровень 11 класса по всем предметам основной образовательной программы. Соответственно, сейчас я выхожу к вам с таким запросом, что если у вас есть желание записать видеоконсультацию, либо же по какой-то теме, либо же по какому-то конкретному вопросу, то есть, например, мы знаем с вами прекрасно, что с 19-м заданием у обучающихся возникают сложности. Если у вас есть практика подготовки обучающихся к данному заданию, и вы хотите поделиться, помочь нашим выпускникам Республики Коми сдать на положительные баллы, на высокие баллы данное задание, мы готовы предоставить вам площадку для того, чтобы вы записали эту видеоконсультацию. Но также, соответственно, как только будет создан этот портал, мы с вами поделимся этой информацией. Кроме того, хочу сказать вам, что аналогично у нас с вами будет на следующей неделе представлена практика коллег из Усинска и Печоры, которые расскажут, и Воркуты. Наши северные коллеги поделились своей практикой. К сожалению, сегодня они не смогли из-за состояния здоровья и из-за эпидемиологической ситуации. Также мы выложим их опыт для того, чтобы, коллеги, вы могли с ним ознакомиться и задать вопросы. Сейчас мы открываем вам возможность скачивать все документы. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.